Сақабыт сирен иннеке жылғата саңлы салылыды. Олықпұт сайдығытын жалағына кәңәбіті. Бұ бәле күні көрсі, бұқа барғытығар бағарабын, төрәбіз сірбіт оппұт кең долығыр жоллақты қолары күтігір. Баға саналар ғыт, тұрурымыз сұрықтар ғыт, бары тоғыларғар, чәген чәпдік болар ғытығыр. Уважаемые сограждане, дорогие якутяне, примите мои самые искренние, сердечные поздравления с Днем нашей Республики. 27 апреля для всех нас дата особая. 98 лет назад, в этот исторический день, Якутия обрела автономию. Начался новый этап жизни республики, ознаменованный масштабным промышленным освоением, развитием образования, науки, культуры и, конечно, новым качеством жизни людей. Спустя 70 лет, в 1992 году, вступившая в силу Конституция провозгласила республику неотъемлемой частью Российской Федерации. За эти годы вместе со всей страной мы совершили огромный рывок вперед. Сегодня Якутия по праву является стратегически важным регионом не только для Дальнего Востока, но и для всей России. Все мы, жители нашего родного края, гордимся своей малой родиной. У нашего общего дома есть своя особая притягательность. На протяжении веков якутская земля дружелюбно принимала всех, становилась родной для людей самых разных национальностей. Однако во все времена, чтобы стать настоящим якутянином, требовалась твердость характера и воля к жизни. Суровый климат, сплав уникальных культур, приток активных людей со всех краев выковали силу духа нашего многонационального народа по твердости превосходящего алмаз. В этот значимый для всех нас день мы вместе желаем благополучия и процветания родной республики. Даже в самой непростой ситуации мы все стремимся поддержать ее динамичное развитие во благо каждого якутянина, во благо будущих поколений. Дорогие друзья, сегодня из-за огромных рисков для здоровья людей мы впервые за многие годы не следуем традициям празднования Дня Республики. Все праздничные мероприятия проходят в удаленном режиме, через интернет. Но это никак не влияет на значимость праздника и уважение к выдающимся сынам Якутии, основателям Якутской ССР Максиму Кировичу Амосову, Платону Алексеевичу Аюнскому и Сидору Никифоровичу Барахову, лидерам советского и российского периодов Гаврилу Иосифовичу Черяеву, Михаилу Ефимовичу Николаеву. Неизмерима наша благодарность всем их соратникам и многим поколениям якутян, кто создавал и строил нашу республику. В эти тревожные дни, перед лицом угрозы, охватившей весь мир, мы еще больше должны понимать, какое мужество и стойкость они проявляли в сложные периоды истории, какие невзгоды преодолевали своим героическим трудом, создавая фундамент современной Якутии. В канун 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне нас переполняет гордость за воинов-якутян и тружеников тыла. В дни святого праздника мы всей республикой благодарим тех, кто отважно защищал Отечество и подарил свободу всему миру. Мы обязательно лично поздравим и обнимем каждого участника войны и ветерана тыла, всех детей войны. Обязательно пройдем в рядах бессмертного полка по улицам городов и сел нашей Якутии. После победы в самой кровопролитной войне в истории человечества наши предки в кратчайшие сроки восстановили из руин народное хозяйство. После страшных лет войны они совершили подвиг уже на ниве созидания. Отдавая почести старшему поколению наших земляков, надо помнить, мы их потомки, их продолжение. И наша с вами обязанность, ответственность перед ними – продолжать развивать родную республику и страну. Наш народ проявил железный характер и стойкость во времена лихолетия 90-х годов. Лидерами республики, всем ее жителям хватило смелости и мудрости перестроить общественно-политическую и экономическую систему, чтобы выдержать испытания, которые выпали тогда на долю всего нашего государства. Республика смогла пройти этот сложный период не только без больших потерь, но и с ощутимым приростом человеческого капитала. Именно в 90-е годы мы сумели выйти на передовые позиции по уровню образования, медицины, культурной сферы, промышленных отраслей. И сейчас мы отчетливо понимаем, насколько далеко вперед продвинулась республика, какие высокие темпы экономического и социального роста достигнуты. Главная задача ближайшего времени – победить коронавирус. К его наступлению мы начали готовиться заблаговременно, еще в конце января, когда эпидемия стала только нарастать в соседнем Китае. В столице и в районах республики были развернуты инфекционные отделения с реанимационным оборудованием, подготовлены обсерваторы, чтобы быть готовыми к любому сценарию.
За короткий срок мощности лаборатории вышли на уровень более 2000 анализов в сутки, а это выигранное у смертельного вируса время. Большая помощь идет от федерального центра на обеспечение больниц всем необходимым. На борьбу с коронавирусом уже направлено более 930 миллионов рублей из республиканского и федерального бюджетов. На переднем крае борьбы за здоровье людей находятся медики республики. Сотни врачей, медицинских сестер, санитаров, работников скорой помощи, не жалея сил, подвергаясь постоянному риску, лечат заболевших. Не хватит слов, чтобы выразить благодарность нашим медицинским работникам. В их руках сейчас самое ценное – жизни людей. Верные своему долгу, они ведут настоящую войну с опасной болезнью, проявляя высокий профессионализм и милосердие. Большая ответственность легла на плечи сотрудников управления Роспотребнадзора. Санитарные врачи первыми встречают инфекцию в аэропортах, на железнодорожных станциях, выявляют тысячи контактных лиц, невзирая ни на какие трудности. Спокойствие людей оберегают сотрудники органов внутренних дел. Они стоят на постах при въездах в республику, патрулируют улицы городов и поселков, ведут контроль за тысячами людей, приезжающих из других регионов и стран, чтобы они соблюдали режим обязательной самоизоляции. Да, в это трудное время люди возвращаются домой. Это наши дети, студенты центральных вузов, наши друзья и родные, выехавшие в другие регионы на лечение, по работе, по семейным обстоятельствам. И даже те земляки, кто, не оценив опасности, уехал за границу. Мы не можем закрыть перед ними двери, оставить своих сограждан в такое трудное время вдали от родного дома – это не в традициях Якутии. На прошлой неделе я обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Алексеевне Голиковой, и при ее поддержке 25 апреля авиакомпания «Якутия» вывезла 140 дальневосточников из Индонезии, а 13 якутян, застрявших в далекой стране без средств к существованию, смогли прилететь в Якутск. Сейчас все они находятся на карантине, в обсерваторе, но самое главное – они на родине. Традиции взаимопомощи, исторически сильные у нас в Якутии, еще больше укрепились в нелегкий час. Почти 500 миллиарда рублей направлено на сегодняшний день на борьбу с коронавирусом крупными компаниями, в их числе Алроса, Полюс, Селигдар, Полиметалл, Ятек, Колмар, наша IT-компания Майтона и Индрайвер, многие другие предприятия, недропользователи, строители, транспортники. Эти средства пошли на оснащение больниц, на медицинское оборудование, медикаменты и средства защиты. Сегодня нелегко приходится малому бизнесу. Но, несмотря на это, наши предприниматели включились в общую борьбу. По всей республике они организовали пошив защитных масок и костюмов, оказывают помощь медицинским учреждениям, обеспечивают бесплатными обедами медиков и волонтеров. Таких примеров по республике множество, и каждый из них вызывает восхищение. Очень важно сейчас поддержать предпринимателей, помочь им заново начать полноценно работать. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина на федеральном уровне приняты беспрецедентные меры поддержки предпринимателей, пострадавших отраслей, включая прямую финансовую помощь. Мы в республике также приняли целый комплекс мер поддержки. Главная задача – максимально сохранить рабочие места для тысяч людей, сделать все возможное, чтобы малый бизнес как можно быстрее восстановился. В год патриотизма по всей республике идет мощная волна волонтерства и гражданской активности. Жители Якутии во всех районах, представители национальных диаспор, объединились в борьбе с инфекцией, помогают всем, чем могут. 2500 волонтеров вышли на помощь людям старшего возраста, тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Деятели культуры и образования открыли в интернете свободный доступ к своим ресурсам, чтобы помочь людям пережить изоляцию. Все это говорит о большом сердце и отзывчивой душе якутян, о том, что мы едины и все нам под силу. В коротком выступлении нет возможности назвать все компании и организации, всех жителей республики, которые объединились, чтобы вместе победить опасность. Их многие тысячи. Мы сохраним этот настрой и вместе победим. Каждый, кто не остался в стороне, кто протянул руку помощи родной республике, войдет в ее историю. Дорогие мои якутяне, уже более 1,5 месяцев мы живем в режиме повышенной готовности. Ограничение жизненной активности очень трудно переносить. Это не нравится никому. И мне лично это тоже совсем не нравится.
Но вы избрали меня главой республики, и я дал присягу всегда стоять на защите ваших интересов. Главное для меня – ваша жизнь и здоровье. Поэтому все решения об ослаблении ограничений принимаются исходя из оценки реальной угрозы. Именно поэтому мы серьезно ослабили режим в арктических и сельских районах, в труднодоступных местах, которые природа сегодня отрезала на время от внешнего мира. Благодаря всем принятым мерам нам удается сдерживать взрывное распространение болезни. Но опасность далеко не отступает. Появляются все новые случаи заражения. Несмотря на все усилия врачей, страшная болезнь уже унесла жизнь жительницы нашей республики. Поэтому ограничения будем снимать только если не будет угрозы здоровью всех людей. Чтобы вернуться в русло нормальной жизни, сейчас нам надо понимать одно. Система здравоохранения усилена, но все зависит от личной ответственности и самодисциплины каждого из нас. Все в наших руках. Уважаемые друзья, несмотря ни на какие обстоятельства, жизнь республики не останавливается ни на минуту. Мы работаем, мы развиваемся. В штатном режиме действуют все жизнеобеспечивающие предприятия. Своевременно завершен завоз топлива и грузов на севера по зимникам. И тут противопаводковые мероприятия, подготовка к пожароопасному сезону. Без остановок ведется строительство социальных объектов. В плановом графике строятся онкологические и кардиологические центры, строятся новые школы и детские сады, объекты культуры и спорта. В республике сегодня возводится 500 тысяч квадратных метров жилья, в том числе в рамках национального проекта по расселению аварийного жилого фонда. В этом году мы отремонтируем и построим почти 500 километров дорог. Оценивая реальную ситуацию строительной отрасли, особенно по кадрам, я считаю, что пришло время брать дело в свои руки. По моему поручению сейчас на строительные работы привлекается более 3000 жителей республики. Начато краткосрочное обучение людей по строительным специальностям. Мы должны решить стратегическую задачу, чтобы в строительстве у нас в первую очередь работали местные кадры, чтобы огромные заработанные средства не вывозились за рубеж, а оставались в республике, были источником доходов якутян. Под другим углом сегодня видится и обеспечение продовольственной безопасности. В эти дни селяне готовятся к весенне-полевым работам, готовятся засеять на 10% больше площадей, чем в прошлом году. Поддержать достигнутые результаты в сельском хозяйстве, которые выросли по итогам 2019 года. В том числе впервые за многие десятилетия в республике увеличилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных. И крупного рогатого скота, и лошадей, оленей, свиней и птиц. Поддержка сельского хозяйства будет продолжена с упором на подготовку современных кадров, на техническое перевооружение, на новые технологии, которые сегодня сама жизнь требует от аграриев. Чем больше качественной сельхозпродукции будет производиться в республике, тем крепче мы будем защищены от любых рисков. Конечно, нельзя думать, что эпидемия закончится, и мы сразу заживем, как раньше. Коронавирус уже нанес огромный урон мировой, российской и нашей региональной экономике. Снижение доходов бюджета системообразующих предприятий будет очень значительным. Колоссальный удар за всю историю существования получила алмазодобывающая отрасль. Сегодня во всем мире только наша компания «Алроса» продолжает добывать алмазы в полном объеме. Из-за падения цен на нефть снижаются доходы нефтяных компаний. Серьезные экономические успехи 2018-2019 годов дали нам возможность нарастить определенную подушку экономической безопасности. Но сейчас все ресурсы должны быть направлены на поддержку системы здравоохранения, исполнение социальных гарантий, на помощь конкретным нуждающимся людям. Поэтому я ввел мораторий на большинство закупок за счет бюджета, кроме медицинского оборудования. Порядка 1,5 миллиарда рублей, запланированных на строительство крупных объектов, в том числе по государственно-частному партнерству, в эти дни перенаправлены в резервный фонд правительства республики. Сейчас речь идет о здоровье и жизни людей, и это безусловный приоритет. Уважаемые якутяне, сегодня мы смотрим вперед, чтобы как можно скорее вернуться к обычной жизни, начать трудиться в полную силу. Нам важно понимать, что любой кризис несет в себе и новые возможности. И тот, кто сможет извлечь правильные уроки, кто будет учиться воспринимать новую реальность, тот и станет победителем.
Управляя республикой в неординарной ситуации, ежечасно принимая решения, которые напрямую влияют на жизнь тысяч людей, я вижу, как обнажаются наши слабые стороны. Вместе с тем, есть и точки роста для дальнейшего развития. Нынешний кризис показал необходимость ускорения цифровой трансформации республики. Мы смогли в кратчайшие сроки перевести огромную систему образования республики на работу в дистанционном формате. Якутия признана одним из самых продвинутых регионов в стране по техническому оснащению, по готовности учителей и учеников к учебе онлайн. Мы будем и дальше развивать дистанционное обучение, чтобы наши школьники и студенты учились, имея доступ к лучшим образовательным ресурсам России и всего мира. Без жалости и страха, избавляясь от всего устаревшего, мешающего развитию, мы будем поднимать экономику знаний. Инновационный и креативный бизнес станет крепким подспорьем для республики в новой экономической реальности. Конечно, чтобы вывести нашу экономику на конкурентный мировой уровень, многому надо будет учиться, перестраивая для этого профессиональное образование и нашу науку. Пережив встряску, мы не останемся прежними. Будем искать новые ориентиры и ценности, стремиться к созданию более надежных опор для безопасной и счастливой жизни людей. Мы должны стать частью перемен, которые хотим видеть в мире, говорил Махатма Ганди. И это действительно так. Мы, якутяне, живущие на огромной земле с неисчерпаемыми природными ресурсами, должны идти в фарватере устойчивого развития. Должны стать лидерами в стране по продвижению новых проектов в сфере здравоохранения, образования, защиты окружающей среды. Приоритетом для нас станет укрепление общественного здоровья в русле поправок в Конституцию Российской Федерации. Ответственное отношение людей к своему здоровью должно опираться на эффективную систему медицины, начиная от первичного звена в каждом районе, в каждом селе и до самой современной высокотехнологичной помощи. Надежным щитом для здоровья и благополучия людей должна стать здоровая экология. К этому нам надо подходить с умом, не оглядываясь на необоснованные выпады тех, кто просто хочет решать свои личные интересы, прикрываясь громкими лозунгами. Но при этом любые решения в отношении нашей родной природы не должны вызывать у жителей республики никаких сомнений. Так многие якутяне были обеспокоены предполагаемой вырубкой леса в верховьях Амги. И я принял решение остановить все эти действия до тех пор, пока существует риск для экосистемы жемчужины Якутии, красавицы Амги. Но экология важна не только в масштабе больших дел. Эпидемия заставила меня, да думаю и всех вас, еще более критично посмотреть на санитарное состояние наших городов и сел. Однозначно мы должны прийти к совершенно иным стандартам чистоты и порядка. Надо работать, чтобы города и поселки Якутии стали прежде всего чистыми, стали более умными и комфортными, современными общественными пространствами и с новым качеством среды проживания. Нам надо не упустить шанс на обновление многих сторон нашей жизни, качества нашего общего дома. И я уверен, мы этот шанс не упустим, если будем стремиться к лучшей жизни вместе. Экстренная ситуация обнажила существующие недостатки, попытки волокитить и затягивать решение проблем, скрыть за красивым пиаром истинное положение дел. Дальше мы обязаны работать, отбросив в сторону формализм и бюрократию, сохранив оперативность действий. Сегодня мы постоянно на связи с якутянами, в открытом и прямом общении. Взяв на себя всю ответственность, решая с колес сложнейшие проблемы, работают и главы муниципальных образований, и члены правительства, и руководители крупных предприятий. Все как одна команда вместе со всем народом. Уверен, что наша Якутия вместе со всей Россией выйдет из кризиса не сломленной, а еще более сильной, чем прежде. Традиции взаимной поддержки не дадут нам свалиться в уныние, потому что мы слишком любим жизнь для этого. Друзья, в этот праздничный день мы снова обращаемся к наследию старших поколений, вспоминаем их стойкость, их веру и убежденность, которые помогли им преодолеть сложнейшие периоды в истории страны. Ровно год назад, 27 апреля 2019 года, вместе с компанией «Алроса» мы дали старт акции по присвоению имен выдающихся якутян 100 алмазам. В год патриотизма алмазы, добытые в Якутию, называются именами якутян, героев Советского Союза.
Сегодня, в День Республики, крупному ювелирному алмазу, добытому на месторождении юбилейное, присвоено имя Героя Советского Союза Григория Дмитриевича Кузнецова. Он был призван на фронт из Алдана, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал Молдавию, Польшу, штурмовал Берлин. Григорий Кузнецов в марте 1944 года в составе десанта захватил важный плацдарм, уничтожив в этой операции десятки фашистов, за что был представлен к званию Героя Советского Союза. Дорогие мои якутяне, сегодня мы должны, как наши герои, настроиться на преодоление, сохранить оптимизм и стать сильнее. Я хочу привести слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, сказанные им в обращении к народу 25 марта. Именно в солидарности и заключается сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на вызовы. Да, действительно, сплотившись, мы переживем мировую бурю, а пережив ее, выйдем на новые пути развития. Я уверен, что испытания укрепят наш дух, нашу сплоченность и единство. Всем согражданам, всем жителям нашей родной республики я желаю здоровья и благополучия, счастья и любви, успехов и процветания. С праздником, дорогие друзья, с Днем Республики. Күнді бір дөйдулақтарым. Қас биддебит, онна бұқа бары санабыт күйхін, инникегер әлбетен, үтеуға жолур бұтын түмәммет, қаянда кайылақ тақсықпыт. Тұрғырдың Саха Республиката сайда тұрдың бегі дөйді бұт Улу Россия. Уважаемые предприниматели, поздравляю вас с Днем образования Якутии. Бизнес есть и будет фундаментом для дальнейшего развития экономики нашей многонациональной республики. Сейчас мы переживаем сложный экономический кризис.